Уважаемые участники и гости круглого стола, постараюсь кратко и по сути изложить некоторые личные и отчасти общие для православных татар соображения по рассматриваемой теме. Данное мероприятие «Круглый стол», на который меня любезно пригласили, за что я хочу сказать отдельное спасибо его организаторам, связан во многом с предконфликтной ситуацией вокруг проблемы обязательного преподавания татарского языка в Татарстане. Я имею в виду дискуссию, вылившуюся даже в некое идеологическое противостояние между сторонниками и противниками обязательного изучения татарского языка в общеобразовательных школах указанного региона. Мое личное мнение и позиция нашей организации православных татар, которую я возглавляю, компромиссная. Мы говорим о том, что нужен компромисс, к которому пытаются прийти представители обеих сторон в ходе обсуждения данной актуальной проблемы в Государственной Думе. И уже сейчас понятно, что будет проведена федеральная версия с поступками региональному центру. Потеря татарского языка сужается область является культурным достоянием не только самих татар или одного из российских регионов Республики Татарстан, но и всей российской гражданской нации, русской цивилизации, как наследница не только Византии, но и великого монгольского улуса и Золотой Орды. Напомню, что русская знать до Петра I наряду с русским языком свободно общалась на татарском языке. Это около 500 лет. Международная переписка России с другими государствами шла на татарском языке. Да, вот это не шокирует никого, это такой интересный факт. Поэтому, англичанам, поэтому потеря, утрата татарского языка, которую мы в современном мире наблюдаем, это утрата части российской, русской культуры, утрата значимого пласта культурного наследия всей России. Все это происходит совершенно по объективным причинам, из-за процесса глобализации в современном мире. Поэтому нужны новые, современные и своевременные подходы в вопросе сохранения татарского языка и языков народов России, башкирского, чувашского, мордовского и других. С нашей точки зрения, формальное принудительное введение обязательного изучения татарского языка в школах Татарстана ничего на перспективу не дает, а наоборот может вызвать обратный эффект. Тем более, что большинство татар проживают вне пределов Республики Татарстан и исторически с ней не связаны. Это прежде всего касается татар мещеряков, сибирских, астраханских, крымских, ногайских, кавказских, литовских и других татар. Кроме того, если формально принудить всех жителей Республики Татарстан изучать татарский язык, то это приведет к росту межнациональной напряженности в самом Татарстане и за его пределами. Тем более, что часть жителей республики, для которых татарский не является родным, видят в принуждении изучения татарского языка в школах ущемление своих прав. В то же время к росту межнациональной напряженности приведет и отсутствие эффективных программ поддержки татарского языка не только на территории республики, но и по всей России. Потому что, как я отметила выше, вопрос сохранения и развития татарского языка актуален не только для Татарстана, но он актуален для всех регионов России. Не только по историческим причинам, но и хотя бы потому, что везде, во всех регионах Российской Федерации живут татары. В том числе вопрос сохранения и развития татарского языка особо актуален для Башкортостана, Чувашии, Мордовии, Крыма, Москвы, Нижегородской, Ульяновской, Пензенской, Астраханской, Тюменской и других областей. Поэтому нужен эффективный компромисс. И мы, православные татары, предлагаем новый и своевременный подход, своеобразный рецепт. Подход через развитие и расширенное использование татарского языка в богослужении. Вот его суть. Исходя из того, что татары – это второй по численности и второй государствообразующий народ России, можно и нужно в каждом храме России, можно и нужно дублировать Евангелие на татарском языке. А в самом Татарстане, в русских селах, дублировать не только Евангелие, но и чтение апостолов и некоторых псалмов на татарском языке. В чисто татарских населенных пунктах, крещено-татарских, крещенских, богослужение должно быть полностью на татарском языке. В городах же Татарстана в каждом храме богослужение должно быть в равной мере, как на славянском, так и на татарском, дублировании Евангелия апостолов на таком славянском языке. По такому же принципу внедрять православное богослужение и языки других народов России в местах компактного их проживания – башкирский, чувашский, мордовский и так далее. При этом татароязычные приходы должны быть во всех городах России, в том числе в городах и сельских населенных пунктах Татарстана, а управление ими передать экстерриториальной Сарайской епархии, Московской областной епархии, в которой специально для этих целей необходимо ввести должность татарского викарного епископа. Таким образом, в массовом сознании представителей разных народов России произойдет сакрализация татарского языка, что погасит межнациональную рознь и повысит желание добровольного изучения татарского языка не только у татар, но и у представителей других народов, о чем свидетельствует положительный опыт деятельности татарских православных христианских общин. Обо всем этом подробно говорилось в первой, второй и особенно в третьей православно-татарской конференции 2018 года и отражено в соответствующих резолюциях.
Последние две конференции прошли как татарские секции международных рождественских образовательных чтений в формате круглых столов. Но, к сожалению, данные важнейшие мероприятия не получили соответствующей информационной поддержки. Мало того, фиксировали случаи погасительного информационное влияние результатов данных мероприятий. Итак, подведем итог. В вопросе обязательности преподавания в школах Татарстана нужен компромисс, который мы предлагаем в том, чтобы в храмах Республики Татарстан и в храмах других регионов по всей России было богослужение на татарском языке хотя бы частично. В местах проживания татар везде должно быть богослужение на татарском языке. В татарских деревнях только на татарском языке богослужение, в городах на двух языках, на татарском и славянском. И, кстати, вот такой еще момент в дополнение. Церковно-славянский язык, по которому сейчас служатся другие православных храмов. Мы на нем не общаемся, но он живой язык, он живет, да, уже много веков. То же самое произойдет с татарским языком, если мы введем его язык богослужения, он будет жить, и татар его не забудет. Более того, те татары, которые его теряют, особенно это происходит в городах, они будут приходить на службу, на другие, они будут его учить, они будут слушать. Для нас это большая радость. Вот такой вот компромиссный вариант. Спасибо за Татарских деревнях, это имеется в виду крещено-татарские деревни. Я считаю, что надо вот в таких вот регионах, как Татарстан, надо вообще в каждом храме вводить татарский Ну, язык. в православном. Да, Конечно. Вот я как мусульманин, татарин, да, я бы приветствую, даже был бы рад, понимаете, даже если, извините меня, через порнуху распространялся бы татарский язык.